Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Каждый день мы начинаем со значимых событий в столетней истории ТССР. Итак, 5 февраля. 30 лет назад в республике разрешили приватизировать имущество. Закон об этом принял Верховный Совет. В этот же день, в 1997 году, президент Ментимир Шаймиев подписал указ об особо ценных объектах культурного наследия. Обеспечивать их сохранность назначили Министерство культуры. А 5 февраля 1998 во время Шаляпинского фестиваля на улице Баумана заложили камень на месте будущего памятника. Через год бронзовый Шаляпин занял свой пьедестал, где ежегодно поклонники его творчества собираются почтить певца. Мы же возвращаемся в наше время, и вот что в центре событий сегодня. Пешеходные переходы по дороге в аэропорт, новые развязки и защитный слой асфальта. Планируем отремонтировать 80 километров федеральных автомобильных дорог. Как будут обновляться участки федеральных трасс в республике, расскажет Салават Мухаммадулян. Все шире и шире и шире. Теперь есть своя собственная плита и из крана течет вода. Теми, кто в этом году первыми отмечает новоселье, в Салават Купере встретилась Алия Хайрудинова. Балансовая комиссия отправилась по районам. Как альтернатива, например, платные услуги. Как сельских жителей республики учат вести бизнес, расскажет Рамиль Галиулян. Им мало неба, они встали на лыжи. Нет, как говорится, задач невыполнимых. Есть воздушно-десантные войска. Для чего российским десантникам марш-бросок на 1500 километров и в какие города они заглянут, узнал Сергей Хайдаров. Развитие строительства, детский футбол и фестиваль «Новая волна». Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой в Москве. У президента насыщенный день. Он провел ряд важных встреч. Обо всем подробно Вероника Гайнудинова. О ситуации на строительном рынке и развитии отрасли Рустам Минниханов говорил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Затронули они и вопросы реализации в республике национальных проектов. Напомним, Марат Хуснуллин вошел в новый состав правительства России в январе этого года. Ранее он занимал пост заместителя мэра Москвы, а до этого работал главой Минстроя Татарстана. Контроль производства и оборота алкоголя президент обсудил с руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Игорь Алешин отметил положительную динамику в работе по противодействию нелегальному обороту спирта в Татарстане. На встрече с министром спорта России Олегом Матыцыным Рустам Минниханов говорил о реализации в республике федерального проекта «Спорт. Норма жизни». За год у нас на 3% увеличилось количество людей, занимающихся спортом. Также президент рассказал министру о планах по строительству новых спортобъектов. Следующая встреча у Рустама Минниханова с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым. Они обсудили перспективы развития футбола в регионе. Встреча состоялась в рамках подготовки к подписанию 4-стороннего соглашения между Министерствами спорта России и Республики, РФС и местной федерации футбола. Главной темой беседы президента уже с композитором Игорем Крутым стал предстоящий фестиваль «Новая волна». Они обсудили подготовку и его проведение. Фестиваль пройдет в этом году в Казани. Музыкальный праздник будет приурочен к столетию ТССР. Вероника Гайнудинова, ТНВ, Москва. 3 новые транспортные развязки, реконструкция трассы в столичный аэропорт и ремонт 130 километров дорог. О своих планах на год сегодня рассказали строители путей федерального значения. В 2019-м на таких дорогах произошло 402 аварии. Это снижение. При этом становится больше погибших. Как качество влияет на количество и где ждать нового асфальта, разузнал Салават Мухаммадулин. На федеральных дорогах республики 8 мест концентрации ДТП. Вот одно из них у поселка Новониколаевский. Вроде бы все безопасно. Есть светофор, но при этом только за прошлый год здесь произошло 4 ДТП с 11 пострадавшими. 2 человека погибли. На федеральных дорогах в республике за прошлый год погибли аж 109 человек. По количеству это жители одной маленькой деревни. Исправлять ситуацию намерено через улучшение инфраструктуры. В этом году начнется строительство 3 транспортных развязок у поселка Новониколаевский и 2 у границ набережных Челнов. Практика показывает, что хорошие дороги снижают количество трагедий. Только 3 погибших, 3 пешехода переходили проезжую часть в положенном месте, то есть по пешеходному переходу.
тут вина водителя. А у остальных уже 29 минус 3, 26 пешехода, они то находились на проезжей части вне, но не имея цели перехода, или просто шли по проезжей части. В этом году начнется и реконструкция подъезда к Казанскому аэропорту. Здесь сделают пешеходные переходы, эстакады и расширят проезжую часть. Стоимость 4,5 миллиарда рублей. При этом реконструкция развязки у Иннополиса отложена на 2021 год. Тогда же планируют начать строительство 90-километрового объезда Челнов через Каму. У нас проектируется еще один объект строительства путепровода через железную дорогу на 243-м километре автомобильной дороги Казань-Оренбург в районе поселка станции Куль-Шарипова. В этом отремонтируют 130 километров дорог федерального значения. 6 участков на трассах М7, Волга и Казань-Оренбург. Дорожные работы пройдут в Чистопольском, Новошишминском, Нижнекамском, Бавлинском и Бугульминском районах. Салават Ухмадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Исполком набережных Челнов вернет КАМАЗу 190 маршрутных автобусов. Все они были в лизинге. Возврат идет за счет долга МУП «Электротранспорт» перед лизинговой компанией на 700 миллионов рублей. Напомним, спор уже был в арбитражном суде республики, но сторонам удалось договориться. В настоящий момент ведется опись имущества, после чего автобусы прибудут к нам на КАМАЗ. Мы проведем предпродажную подготовку их и будем реализовывать на рынке техники, автобусной техники, которая сейчас активно развивается. Владельцы АЗС предупредили о росте цен на бирже. Как это отзовется на заправках, читайте в интернет-газете «Реальное время». В этом году в Татарстане по программе «Социальная ипотека» построить 130 домов. Это все в рамках национального проекта «Жилье и комфортная городская среда». Первые 2 дома готовы. Сегодня в Салават-Купейре переехали 400 семей. Это бюджетники, дети-сироты, врачи, аварийщики. Успевает ли инфраструктура за темпами строительства, расскажет Илья Хайрудинова. Окно закрывается хорошо, но вот здесь вот немного есть, ветер гуляет. Но это мелочи, говорит Светлана Цыбарева. Главное, стены теперь свои. Врач переехала в Казань 10 лет назад. В прошлом году по национальному проекту «Здоровье», как молодой специалист из другого региона, получила грант – 500 000. Они стали первоначалкой ипотеки. Если бы не было такой программы, молодому специалисту невозможно на зарплату медицинского работника приобрести так скоро свое собственное жилье. Совсем скоро в однушку переедет и семья Алмаза Ибрагимова. Многодетный отец вот-вот ждет появления на свет 4-го малыша. Квартиру, как сирота, получила его жена. 9 лет до этого снимали и платили по 10 000 рублей в месяц. Жена очень рада, что она не теряла надежды, и государство предоставило ей жилье. Новоселье в Салават-Купейре отметят без малого 400 семей. Здесь дали еще 2 дома. В каждом 18 этажей, 2 подъезда. Все квартиры сдаются в чистовой отделке. Они оборудованы всем самым необходимым для комфортного проживания граждан. В этом году 3-й квартал Салават-Купейре пополнит еще 3 дома, каждый на 340 квартир. Но не только жилплощадь, здесь продолжат развивать и социальную инфраструктуру. К примеру, в этом году уже в планах 2 детских сада и школа на 1200 мест. По национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2020 году построят 3 миллиона квадратных метров. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Ситуацию по работе в новой системе скроу-счетов Рустам Минниханов обсудит с застройщиками Татарстана лично. От них он ждет обратной связи по переходу на проектное финансирование, сообщили сегодня в Кремле. По словам Лилии Галимовой, по стандартам национального проекта «Жилье» в прошлом году в Татарстане ввели около 3 миллионов квадратных метров. В этом году должны 3,6 миллиона. На встрече Рустам Минниханов заслушает планы строителей, индивидуально рассмотрит вопросы девелоперов. Готов поднимать эти предложения на федеральном уровне в рамках рабочей группы Госсовета по жилью, которую он возглавляет. Помимо строителей, Рустам Нургалиевич также планирует провести консультации с банковским сообществом. Глава Зеленодольского района готов построить дом рядом с будущим мусоросжигательным заводом в Васиново. Об этом Михаил Афанасьев заявил на отчетном собрании в поселке. На территории сельского поселения проживает более 17 000 человек, работает сотни организаций и предпринимателей. Новые соцобъекты, ремонт дорог, чистая вода и не только. Что беспокоит жителей? Подробности в нашем следующем выпуске.
Порядка 20 тысяч обращений татарстанцев, опубликованных в соцсетях, были решены в 2019 году. Их отследила новая для республики система «Инцидент-менеджмент». Та самая, которую накануне презентовали Владимиру Путину в Московской области. Эта технология считывает сообщения о проблемах и адресует их чиновникам для решения. Что и где нужно написать, чтобы вас заметили, расскажет Дмитрий Аренин. Здесь вот висел провод, получается. Проблему оголенного провода жительница Казани Екатерина Черняк решила высветить в инстаграме администрации Кировского и Московского районов. Сразу меня поняли, сказали, что в работе, и буквально уже на следующий день ничего не было. Такие проблемные комментарии на официальных страницах, в пабликах и в личных аккаунтах в соцсетях в Татарстане уже 1,5 года автоматически считывает система «Инцидент-менеджмент». Искусственный интеллект замечает, а специалисты завершают, чтобы это не осталось незамеченным для профильных чиновников. Мы отправляем сообщения в органы муниципальных власти, а также в министерство, ведомства, и они уже подготавливают ответ. Как эта система работает здесь, можно посмотреть на примере перекрестка улиц Островского и Пушкина. Вчера на этом самом месте люди жаловались на большую лужу. И в одной из соцсетей даже появился пост. Пишут, людям приходится прыгать через забор. Какое-то позорище в самом центре города. И дальше, как мы видим, примерно... Вот. В 14:30 пришел отмет мэрии, где пишут, что лужи уже откачивают. Как мы видим, сейчас на этом месте лужи нет. Такой мониторинг решил уже более 20 тысяч жалоб жителей республики. Чаще всего пишут из крупных городов. Самые злободневные темы – благоустройство, ЖКХ и дороги. На то, чтобы сообщения заметили и действенно отреагировали, в среднем уходит около 6 часов. Система направлена на качественное улучшение жизни жителей нашей республики, потому что это некая платформа, которая позволяет оперативно реагировать на запросы граждан в социальных сетях. То есть на тех площадках, которые удобны, понятны жителям. Сейчас менеджмент инцидентов наладил связь с народным контролем, освоил русский, татарский языки. В планах и дальше расширять кругозор этого всевидящего ока помощи. Дмитрий Аренин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Вопрос увеличения расходов на реставрацию старинных деревянных мечетей и церквей из Татарстана будет решать Комитет по охране объектов культурного наследия. Напомним, в Вологодской области продолжается восстановление памятников старины. Изначально с реставратором Александром Поповым договаривались о сумме 20 миллионов рублей. Однако сейчас он заявил, что этих денег на продолжение работ не хватает, и сейчас он оценивает сметную стоимость в 49 миллионов. Поэтому завтра планируется личная встреча представителей комитета с Александром Поповым. Здесь от него ждут обоснования новой сметы и обсудят дальнейшее финансирование. Никаких обращений, во всяком случае, в адрес Рустама Нургалиевича официальных не видели. Я видела только публикации. Комитет этим вопросом занимается. Им проблематика известна, что там есть вопрос с финансированием. Конечно, будут работать. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем далее. Цифровая метрология, кибербезопасность и виртуальная реальность. Движение рук. Окно в мир профессий будущего открыла Юлия Муратова. Им мало неба, они встали на лыжи. Нет, как говорится, задач невыполнимых. Ездить в воздушно-десантные войска. Для чего российским десантникам марш-бросок на 1500 километров и в какие города они заглянут, узнал Сергей Хайдаров. Курс на выборы. Сегодня в Казани прошло заседание регионального политсовета «Единой России». На встрече обсудили подготовку к сентябрьским выборам. Татарстанцам в этом году предстоит избрать президента республики и муниципальных депутатов. Это крайне важный экзамен. Будем на зрелость сдавать с вами, избирая 7,5–7,7 тысяч депутатов местного самоуправления и выборы президента Республики Татарстан. Президент республики по действующему законодательству выдвигается нашей политической партией «Единая Россия». Фарид Мухаммедшин проинформировал собравшихся и о том, как в Москве идет обсуждение поправок в Конституцию России. Напомним, спикер Госсовета входит в рабочую группу. Председатель татарстанского парламента отметил, позиция республики работать только в рамках того, что предложил Владимир Путин, и не заниматься кардинальным переписыванием основного закона страны. Я думаю, нам удастся сильно не дотрагиваться до всех статей действующей Конституции. Наш аргумент – непростое принятое время 1993 года, эта Конституция объединила многонациональную Россию, создала предпосылки и условия для развития. Вот 26 лет эта Конституция служит
нашему народу. После принятия во втором чтении и в целом Государственной Думой и Советом Федерации предусматривается общенародное голосование по одобрению или неодобрению. Хотелось бы, чтобы легитимность, что ли, этих изменений, она была и поддержана населением Российской Федерации. И, как стало известно сегодня, место скончавшегося депутата Госсовета единоросса Габдельхая Каримова в парламенте займет Айрат Зиаддинов, главный врач детской республиканской клинической больницы. Он выдвигался по списку «Единой России» и в числе тех, кто не прошел в парламент, был первым на очереди. Пока есть те, кто увидел войну своими глазами, пережил ужасы блокады или концлагерей, трудился в тылу, надо записывать и публиковать их рассказы и интервью. Особенно важны воспоминания женщин, потому что у них совершенно другой взгляд, другое отношение к войне. Сегодня в Госсовете Республики прошла презентация республиканского социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо». В ней принял участие председатель парламента Фарид Мухаммедшин. Проект организован объединением женщин-депутатов Госсовета «Мархамат Милосердия». Посвятили его празднованию 75-летия Великой Победы. Эта инициатива ценна тем, что депутаты всех уровней, все активно должны подключиться к тому, чтобы ни один участник Великой Отечественной войны не остался без внимания. Что мы можем для них еще сделать в это время, когда уже 75 лет после войны прошло? Это мы заботу свою проявить, признательность свою сказать, в социальном плане максимально поддержать. Новую акцию поддержит и государство, подчеркнул Фарид Мухаммедшин. Бережное отношение к памятникам, к подвигу тех, кто, не жалея сил, приближал ту самую победу. К этому обязательно должны добавиться и новые факты о самоотверженности нашего народа. Сегодня в Татарстане жило 458 женщин, видевших войну своими глазами. Проявить им уважение – наша главная задача, отметила Татьяна Ларионова. Предусмотрена реализация нашего проекта в несколько этапов. Мы до 9 мая должны обязательно побывать у каждой женщины, непосредственно участвующей на войне на фронтовых дорогах. Помочь слезть с нефтяной иглы сможет малый и средний бизнес. Об этом говорили специалисты Минэкономики с предпринимателями в Черемшанском районе. Там подвели итоги работы программы по поддержке бизнеса. Как сельских жителей республики учат вести свое дело, увидел Рамиль Галиулин. Здесь у нас это убойный цех, здесь режем скот, а здесь уже у нас на холодильнике уже готовые продукты. Убойный цех в селе Лашманка заработал 2 года назад. Предприятие обеспечивает мясом весь район и даже соседей. Со сбытом проблем нет, уверяет председатель кооператива. Оборудование закупили по республиканской программе 60/40. Однако не хватает денег на оплату своих 40%. Общая стоимость этого объекта 49 миллионов. Но когда уже мы и так дважды участвовали, потому что 40% стоимости невозможно найти среди фермеров только. А в этом здании уже через 4 месяца появится пекарня. Оно пустовало около 5 лет. Раньше здесь был и магазин, и заготовительный цех. Но теперь, благодаря поддержке района, помещение обретет новую жизнь. Расширять свой бизнес здесь будет Альберт Латыпов. Взял помещение в аренду у райпо по минимальной ставке. В пекарне будут печь хлеб и кондитерские изделия для соцучреждений. Оборудование мы взяли на порядка на 7 миллионов рублей. Рентабельность, думаю, в течение 3 лет окупить. 350 самозанятых и больше 1000 предпринимателей. Сегодня Черемшанский район занимает 13-е место по социально-экономическим показателям в республике. Это на 2 строчки ниже, чем в 2018-м. Мы видим, что экономика района проходила очень сложные периоды. Вот сейчас мы с вами наблюдаем следующую ситуацию. То есть структура экономики такая, что свыше 60% это промышленность, причем подавляющее большинство это нефтедобыча. 72% добывается компанией публичного акционерного общества «Татнефть» и 28% это малые нефтяные компании. Такие выездные проверки пройдут во всех районах республики. С итогами ознакомят лично президента уже на субботнем совещании. Подобные визиты дают возможность на месте изучить состояние малого и среднего бизнеса. И, если нужно, помочь через программу поддержки от Минэкономики. Рамиль Галиулин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Черемшанский район. Цифровая метрология, кибербезопасность и виртуальная реальность. Сегодня в навыках профессий будущего соревновались более 50 татарстанцев. Региональный этап чемпионата WorldSkills по самым молодым компетенциям сейчас проходит в Иннополисе, Казани и Нижнекамске. С теми, кто разрабатывает самый интересный цифровой контент, пообщалась Юлия Муратова.
Шлем распознает движение рук. Все, что сейчас на экране, участники видят в 3D-пространстве через специальные очки. Они не только передают виртуальную реальность, но и позволяют перемещать и создавать предметы. Такие VR-игры легко разрабатывает участник регионального WorldSkills Артур Занисламов. Формат очень необычный, тут всего лишь 5 команд, и мы должны прототип создать уже за 3 часа. То есть очень-очень в темпе. Навыки у команд разные, у некоторых нулевые, надо прямо с нуля за 3 часа что-то сделать. На все задания 18 часов. Сегодня первый этап – дизайн. Компетенция виртуальной реальности – одна из самых молодых, и те, кто ей обладает, смогут состояться как дизайнеры и архитекторы 3D-пространства. Именно от этих молодых профессионалов зависит, как в будущем будет выглядеть образовательный игровой контент как на компьютерах, так и на обычных гаджетах. Они могут найти себе применение как в России, так и за рубежом. В Татарстане тоже есть ряд фирм, которые разрабатывают данное приложение. Компьютерные игры и мультимедийное приложение создают и в Казанском техникуме связи. Их компетенция – одна из самых сложных в программировании. Сейчас мы разрабатываем игру. Это казуальное приложение «Головоломка». Надо отгадывать слова. Самые большие сложности, это, конечно же, отсутствие времени, его очень мало, поэтому приходится чем-то жертвовать. А на площадке Иннополиса настоящие защитники. Только отбиваются они не от военных, а от кибератак. Уже сейчас они могут распознать угрозы в интернете и защититься от хакеров. У нас там набор сайтов. Мы на них заходим, выявляем какие-то недочеты в безопасности, находим какие-то специальные строки или секретные данные и пишем отчет. В Татарстане компетенция по кибербезопасности проходит впервые. Всего по новым профессиям будущего в республике соревнуются более 50 участников. В Нижнекамске свои навыки проверяют цифровые метрологи. Именно они разрабатывают технологии, которые автоматизируют самые сложные измерения. Данные специалисты уже сейчас будут востребованы, потому что данное оборудование уже присутствует на разных заводах в нашей стране. Дополнительный этап регионального WorldSkills завершится 7 февраля. Его победители отправятся защищать республику на национальном чемпионате WorldSkills. Юлия Муратова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Когда и целого неба мало, сегодня 30 десантников из разных городов страны в прямом смысле пришли в Казань на лыжах. Это необычный марш-бросок, где голубые береты заглянут в 11 городов. Зачем десантники сменили парашюты на лыжи, узнал Сергей Хайдаров. Что бы вы подумали, увидев десантников на лыжах, да еще и в Казани. Столица республики стала третьей в списке городов, куда зайдут голубые береты. Ульяновск, Самара, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород. Всего на их маршруте 11 точек. На вопрос, не сложно ли, отвечают просто. Нет, как говорится, задач невыполнимых. Есть воздушно-десантные войска. Остановились десантники в Казанской кадетской школе имени Кузнецова. Герой Советского Союза Борис Кириллович, кстати, лично встречал бойцов. Счастье тем, что я вижу такую прекрасную молодежь. Прямо на плацу на глазах ветеранов и кадетов гости показали, чем славится ВДВ. Свой марш-бросок сами десантники называют комбинированным, потому что, естественно, пройти на лыжах все 1600 километров у них просто не получится, так они идут только по полям и лесам, ну а заезжая в города, они пересаживаются на челнинских красавцев. Это я про КамАЗы. Это было 50 лет назад. В наше время такой роскоши не было, говорит Владимир Иванычев. Ветеран ВДВ участвовал в самом первом марш-броске еще полвека назад. Нас сопровождал самолет с нашего училища. Бросали нам продукты. Бросали на стабилизирующих парашютах, на таких, и почту. Сегодняшние кадеты смотрят на профи военного дела с восхищением и уже мечтают. Это очень тяжело, но это патриотизм, память о подвигах наших дедов и прадедов, мне кажется, ими движет. И сам, хотел бы, наверное, попробовать. Если будет возможность, то соглашусь. Впереди на пути у десантников еще 8 городов. Свой марш-бросок они посвящают сразу двум знаковым праздникам: 75-летию Великой Победы и 90-летию десантных войск. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ Казань. Казанские водоемы задышали сегодня на Нижнем Кабане, пробурили лунки для насыщения воды кислородом. Ежегодную акцию провели сотрудники Минэкологии и МЧС Татарстана. Нужна ли аэрация в условиях нынешней зимы? Разбиралась Наталья Мезина. Аномальная теплая зима оставила свой след и на водоемах. Сейчас толщина настоящего льда всего 10 сантиметров. Выходить на лед крайне опасно. Однако, чтобы после зимы рыба смогла дышать кислородом, экологи делают вот такие лунки по всей территории озера. Только на Нижнем Кабане сегодня сделали более 50 отверстий. Аэрацию проводят на всех замерзающих водоемах. А вот если
Тут же специалисты забирают пробы воды после зимы. Фосфаты, нитраты, растворенный кислород. То есть потом мы везем пробу в лабораторию и производим уже непосредственно анализ. Такие акции Минэкологии проводят ежегодно. Но если этой зимой некоторые озера и вовсе не замерзли, надо ли насыщать их кислородом? Все равно вода покрывается у нас хоть и небольшим толщем льда. Лед и снег не пропускают кислород в воду. И чтобы позаботиться о жизни наших рыб и также других организмов, мы проводим такие акции. Глоток свежего воздуха совсем скоро вдохнут и в другие озера Казани, а также в Каму, Волгу и Казанку. Наталья Мезина, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. В завершении выпуска информация о погоде. И всего вам доброго. Егерме 8 февраль Казанның Ленин исемендәге Мәдәният сарайында Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар татар эстрадасының популяр артистлары бер сәхнәдә. В автоцентре «Марка» финальная распродажа автомобилей Nissan. Выгода до 350 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Стань первым обладателем обновленного Datsun. Только в феврале по старым ценам. Подробнее в автоцентре «Марка» по телефону 4 пятерки, 3 семерки и на Чуйкова 54Б. Спешите видеть в Казанском цирке с 31 января и только до 1 марта «Тигры, львы» и «Якутский цирк». «Лада Веста» с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Димаш Кудайберген. Грандиозный сольный концерт в Казани. Татнефть-Арена. 20 февраля. 28 февраль Казанның Ленин исемендәге Мәдәният сарайында Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар татар эстрадасының популяр артистлары бер сәхнәдә. Здравствуйте! В республике морозно, что звучит совсем непривычно нынешней зимой. Холодный атмосферный фронт удерживает в Татарстане пониженный температурный фон. О погоде после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой, по вашим размерам и со скидкой 20%. Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, дневная температура около 9 градусов ниже нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают морозную погоду, минус 10, небольшой снег. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше по-прежнему пасмурно, местами со снегом. Для северо-запада республики 6 февраля будет морозным, 10 градусов ниже нуля, временами снег. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном будет теплее. Тут минус 8, вероятность осадков небольшая. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше небольшой снег и также минус 8. В эти дни февраля мы можем в полной мере насладиться зимней погодой. К вечеру пятницы температурный фон станет еще ниже. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Никогда прежде лечение мышц, связок и суставов не было столь простым и эффективным. Даже острый приступ боли теперь можно снять всего за один сеанс. Лазеротерапию последнего поколения предлагает «Доктор Ост». Импульсы сверхвысокой мощности оказывают оздоравливающее воздействие. И не надо пить горстями обезболивающее с их побочными эффектами. Не терпите боль. Обратитесь в «Доктор Ост». В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» в феврале скидка 30% на МРТ в ночное время. Запись по телефону 205 59 17. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» в феврале скидка 30% на МРТ в ночное время. Запись по телефону в Казани 205 59 17. Лечебно-диагностический центр «Эксперт Плюс», Чистопольская, дом 5А. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
В четверг в Казани будет пасмурно, дневная температура 8 градусов ниже нуля. Ветер южный, умеренный, атмосферное давление стало выше, влажность воздуха 86%. На дорогах местами сильная гололедица, будьте осторожны. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденома и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.